За звание лучшего ветеринара республики борются профессионалы. Ася Калуева – молодой специалист и единственная представительница женского пола на конкурсе. Девушка признается, если в обыденные дни ты хозяин своего приема, то здесь не знаешь, к чему готовиться. В первую очередь хотелось бы проверить свои знания. То есть я молодой специалист, стаж работы у меня 3 года, но оппоненты у меня сильные. Есть врачи с огромным опытом, стажем работы, поэтому все-таки из-за этого немножко переживаю. Республиканский конкурс «Лучший ветеринарный врач Ингушетии» приурочен 30-летию со дня образования республики. Для каждого из конкурсантов это возможность продемонстрировать свои профессиональные качества и поделиться опытом. Оценивать будет строгое жюри, в составе которого опытные ветеринары. Каждое верно выполненное задание принесет участнику 10 баллов. Во-первых, это популяризация профессии ветеринарного врача и ветеринарного фельдшера. Эта специальность очень востребована в нашей республике. Ежегодно мы принимаем на работу молодых специалистов. Нехватка специалистов чувствуется в нашей республике, так как процент пенсионного и предпенсионного возраста очень высок. Чтобы успешно выполнять профессиональные обязанности, ветврач должен иметь значительный багаж знаний. Так, ветеринария объединяет анатомию и физиологию, вирусологию, хирургию. Это ее специальные дисциплины. Али Истоев может похвастаться многолетним опытом работы. Меня тоже как ветеринарного врача и эпизоотолога пригласили на этот конкурс. Я решил принять участие. Не знаю, насколько здесь конкурсанты очень большое количество. И конкурсанты сильные, участники Олимпиады Ворского с 2020-2021 года, неоднократные участники, также регионального чемпионата. Поэтому я думаю, что конкурс предстоит ожидаемый, и конкурсанты сильные сегодня. Стаж, кстати, здесь учитывается в первую очередь. Каждый конкурсант должен отработать не менее 1 года работы по профессии на госслужбе. Если первый этап – проверка теоретических знаний по специальности, то второй – демонстрация практических навыков по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы. Для фиксации животного, в зависимости от того, какие мы манипуляции должны проводить, можно и поглаживать просто по спине, если просто исследовать животное. Для более такой сложной манипуляции надо или заматывать его по полотенце, или заматывать его в фартук. И вот долгожданный момент объявления результатов. Первое место – денежный приз и звание «Лучший ветеринарный врач 2022». Мы уже не первый раз себя тоже отмечаем. Ты у нас являешься, как сказать, впереди идущая. На тебя тоже специалисты равняются. Мы очень рады иметь такого специалиста, как ты, в своем коллективе. Давайте на этом не останавливаться. И дальше повышать свой профессиональный уровень. Грамотами, благодарностями и сладкими презентами награждают и призеров. Организаторы планируют проводить такие конкурсы чаще. Хава Гагиева, Мухаммед Белакиев, Новости 24.